Ашмарин Николай Иванович. В 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося языковеда, тюрколога, основоположника современного чувашского языкознания. Он родился в городе Ядрине в купеческой семье. Русского мальчика Николая еще в детстве заворожили звуки чувашской речи. Его поражали и облик, и песни чувашей. Первые чувашские слова и фразы узнал он от своей бабушки. Изучение чувашского языка начато мною еще на гимназической скамье, когда мне было 13 лет. Я изучал язык самостоятельно, без учителя и не имел почти никаких пособий. В гимназии будущий ученый также самостоятельно изучал латинский, арабский, персидский, турецкий языки. И так до конца жизни продолжал изучать все новые языки. Известно, что к концу жизни он знал 65 языков. Без защиты диссертации ему присвоили ученую степень доктора тюркологии. Позже он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Николай Ашмарин – автор целого ряда крупнейших работ по чувашскому языкознанию. И главным итогом его многолетней работы стал фундаментальный словарь чувашского языка в 17 томах, в котором собрано более 40 тысяч слов. По богатству материала словарь Ашмарина стоит в одном ряду со словарем русского языка Даля. Над составлением словаря ученый работал свыше 30 лет, и это была не праздная цель. Русские ученые, не зная чувашского словарного языка, определили его очень бедным. С каким трудом собиралось это богатство, можно понять по его словам. Скажу без преувеличения, что иногда десятки лиц бывали опрошены мною по поводу единого лишь чувашского слова. Словарь Ашмарина отличается своей полнотой, числом слов и обширной фразеологией. Это живой словарь. Ученый брал слова как из живой речи, из области домашнего обихода, так и из народного фольклора, то есть и из той области, которая безвозвратно ушла в прошлое и сохранена благодаря титаническому труду ученого. В нем представлены десятки тысяч выдержек и сказаний старых времен, народных песен, пословиц, поговорок, примет, загадок, притчи. Он является подлинной сокровищницей многовековой истории, культуры и быта, мировоззрения и устного творчества чувашского народа. При жизни Николая Ашмарина было издано только 5 томов, а полное издание появилось лишь в наше время. Николая Ашмарина несколько раз приглашали в зарубежные страны, обещая всевозможные блага и престижную работу. Он каждый раз отказывался, говоря, что у него есть родина, которой он должен служить, как бы ни было трудно.